начинать. Добрый день. Давайте я сниму лучше. Добрый день. Значит, у нас закончилась Олимпиада по физике. Подведены предварительные результаты. Вот сейчас на экране вы можете посмотреть итоги, предварительные итоги этой Олимпиады. Вот на этой таблице, если она вам хорошо видна, результаты участников, семиклассников 7 класса. Шифр, фамилии, какие баллы участник получил за каждую задачку первого тура, сумма баллов первого тура, какие оценки он получил за задачи второго тура, сумма второго тура и итоговая сумма за всю Олимпиаду. В этом году стоимость каждой задачи была разная. Одни задачи там стоили 10 баллов, другие 12, некоторые 14. Так что, вот, например, вот первая задача стоила 10 баллов. 10 баллов означает, что участник правильно решил эту задачу на 100%. Какая-то, вот эта четвертая задача стоила 14 баллов. Вот этот участник полностью решил эту задачу. Вот этот участник, ему, значит, 2 балла, на 2 балла снизили. В общем, по критериям каждому участнику выставлялись количество баллов, которые он набрал в каждой задаче. Ну что можно сказать? Вот можете посмотреть на итоговые суммы. Кто сколько баллов набрал в результате всей Олимпиады. Из этой таблицы мы видим, еще раз повторяю, это предварительные результаты, которые в принципе могут быть исправлены, если поступят какие-то апелляции. Так вот, на данный момент времени первое место заняла Пыстина, набрала 84 балла из 100 возможных. Общая сумма баллов в Олимпиаде 100 баллов. 84 балла – это отличный результат. Так что можно поздравить Пыстину с таким хорошим результатом. Вот она решила первую задачу первого тура, вторую задачу первого тура, третью задачу первого тура. И только четвертую задачу, псевдоэкспериментальную, там, значит, допустила ошибки. В первом туре набрала 34 балла. Во втором туре, значит, вот опять же 10 баллов за первую задачу, 10 за вторую, 10 за третью и 20 баллов за четвертую задачу. В сумме набрала во втором туре 50 баллов. Всего 84 балла. Конкретно сколько баллов дается за каждую задачу, это написано в критериях, которые вывешены на сайте. Вы можете посмотреть все, что хотите. Условия каждой задачи, число баллов, которые выставляются за эту задачу, по каким принципам выставляются баллы за решение, критерии, да? Все там расписано. И вы можете сами, если помните свою работу, то вы можете даже сами посчитать, сколько баллов вы набрали. Просуммировать всю вашу работу и получить общее число баллов. Итак, первое место тут заняла Пыстина, 84 балла. Второе место Коваленко, 68 баллов в сумме. Виноват. Простите. Значит, второе место Лыжин, 76 баллов. 76 баллов второе место. Ну и Коваленко третье место, да? Видите, они набрали больше, чем 50% возможных очков. Ну а, как я уже сказал, Пыстина набрала вообще очень хороший результат, 84 балла. Так, это вот у нас 7 класс.
Ну, какие тут общие замечания можно сделать? В общем, есть замечания по поводу построения графиков. У многих, значит, многие не совсем правильно строят графики. Во-первых, график – это зависимость чего-то от чего-то, да? Вы рисуете на графике две оси, оси x и y. По оси x откладываете одну величину, которая дана у вас в эксперименте в таблицах. По оси y другую величину. Для этого надо выбрать масштаб на каждой оси. Масштаб надо выбирать так, чтобы все точки лежали на всем листе. Как можно больше, чтобы график был, чтобы не рассматривать его через увеличительное стекло. Вот. Аккуратно поставить точки всех. И по этим точкам вам нужно провести график. Ну, в 7 классе графики, вообще почти во всех классах график — это прямая линия, линейная функция. Как проводится график по экспериментальным точкам, как эта прямая проводится? Каким-то средним образом, да? Вы проводите прямую таким образом, чтобы число экспериментальных точек, лежащих, скажем, выше этой прямой, было примерно равно количеству точек, которые лежат ниже этой прямой. Тогда вы получите как бы усредненную зависимость. Если вы видите, что одна какая-то точка лежит очень далеко от этой прямой, то что это значит? Что это просто ошибка эксперимента, и эту точку можно вообще не учитывать, потому что она внесет большую погрешность, она явно неправильная точка. Поэтому могут быть такие случаи, когда, скажем, какая-то экспериментальная точка сильно вылезает за пределы этой прямой, ее лучше вообще не учитывать. Вот вы провели эту прямую, и по этому графику вам нужно найти какую-то величину. Какую величину можно найти из линейной зависимости? Это тангенс угла наклона, да, этой прямой. Тангенс угла наклона этой прямой. Что такое тангенс угла наклона этой прямой? Коэффициент, который стоит перед x. Y равняется kx плюс b. K как найти? Значит, тангенс угла наклона этой прямой. Берем дельта x, какой-то отрезок по оси x, и берем дельта y, да? Какие точки надо взять? Надо взять точку в начале этой прямой и другую точку в конце этой прямой, чтобы погрешность была как можно меньше. Смотрим, насколько изменилась дельта x, насколько изменилась дельта y. Тогда дельта y делить на дельта x, это и будет коэффициент наклона этой прямой. Второе. Если вы эту прямую продолжите дальше до нуля, то вы найдете величину b у линейной функции, да? Y равняется kx плюс b. b это y, когда x равно нулю. Ну, не во всех задачах это надо было найти, но в некоторых задачах это надо было найти. Можно из этого графика найти, значит, угол наклона, коэффициент наклона этой прямой, и величину b, где эта прямая пересекает ось x или ось y при x равном нулю, да? Ось y, где она пересекает при x равном нулю. Вот так находится. А этот тангенс угла наклона или коэффициент k связан с какими-то величинами, которые были в этой задаче. Определив из эксперимента наклон этой прямой, вы сможете потом найти какую-то величину, которую вам нужно было найти. Так что еще раз, к построению графиков надо подходить аккуратно, рисовать графики тщательно, значит, аккуратно проводить эту линию, прямую линию, которая проходит через все эти прямые с учетом погрешности, да? И потом уже из полученного графика определять нужную величину. Ну, пожалуй, по 7 классу все. 8 класс. Вот результаты Олимпиады, предварительные, еще раз повторяю, предварительные результаты Олимпиады 8 класса.
В 8 классе было то же самое. Первый тур из 4 задач, и второй тур из 4 задач. Общая сумма баллов тоже 100 баллов. Общая сумма баллов 100 баллов. Точно так же разные задачи стоят разное число баллов. Вот, например, 4-я задача в первом туре стоила, по-моему, 20 баллов. Первая задача стоила 10 баллов. Какие тут результаты? Смотрим, какие тут результаты, и видим, что наибольшее количество баллов набрал Другашов, 70 баллов, и также 70 баллов набрал Миков. Вот они оба набрали по 70 баллов. Значит, поделили первое и второе место. Опять повторяю, предварительно, да? После этого третье место у нас сколько баллов? Третье место, насколько я вижу, это 60 баллов. Колос набрал 60 баллов. Ну и вот баллы остальных участников, которые они набрали. Так, 9 класс. В 9 классе результаты получились гораздо хуже, чем в 7 и 8 классе, как вы видите. Тут больше нулей. 0 это значит, он вообще ни одного балла за данную задачку не получил. То ли не решал эту задачку, то ли сделал такие ошибки, что не за что поставить хоть сколько-нибудь баллов. Так, какие итоговые результаты здесь? Лучшую сумму у нас набрала Симакова. 57 баллов. Ну, достаточно хорошо она выступила во втором туре и не очень хорошо в первом туре. 57 баллов. Второе место у нас набрал 42 балла. Это у нас Габов. 42 балла. Ну и третье место, насколько я вижу, 26 баллов. Гордеев. Ну, чуть-чуть отстал Шишковский. Чуть-чуть 28 баллов. Нет, Гордеев не третье место. Третье место, видно, Бутрим, 28 баллов, да? Бутрим 28 баллов. Итак, первое место Симакова, второе место Габов, третье место Бутрим. Предварительно. 10 класс. 10 класс. Ну, такие средние результаты. Смотрим, кто набрал больше всего баллов. Больше всего баллов, я вижу, набрал Иванько. 45 баллов. баллов. 45 это, конечно, большая цифра, но она меньше, чем 50%, да? До 50% не дотянул. 50% это 50 баллов. Так, 45%, 45 баллов у Иванько. Дальше 39 баллов у Степанова. 39 баллов у Степанова. И дальше идет 36 баллов Канева и 36 баллов Уласов. Ну и, наконец, 11 класс. Вот результаты 11 класса.
Ну, в 11 классе у нас есть лидер Денис Рубцов из физмат-лицея. Он уже не первый год выигрывает эти олимпиады. Он уже ездил предыдущие годы на заключительные этапы Всероссийской олимпиады и там был призером. Ну и сразу видно, что человек активно занимается физикой. Видите, у него баллов 98 из 100. Почти 100% баллов он набрал. Прекрасный результат. Он выполнил, сделал все работы без замечаний, кроме, по-моему, вот этой третьей работы во втором туре. Там 2 балла ему за что-то проверяющие скинули. Наверное, нашли какой-то небольшой недочет. Так вот, 98 баллов. Дальше смотрим. Второе место у нас у Чечеткина 35,5 баллов. И третье место у Попова 25 баллов. Так, вот еще раз говорю, такие предварительные итоги Олимпиады. Предварительные итоги Олимпиады. Значит, каждый, кто меня сейчас слушает из участников, в принципе, может задавать вопросы в чате. И если поступят эти вопросы, мы на них постараемся ответить. Пока вопросов, я вижу, не поступает. То ли у нас мало народу нас слушает, то ли вопросов нет. Ну, если нет вопросов, какие общие слова можно сказать? Что на самом деле, не знаю, как сказать про 7 класс. В 7 классе задачи были не очень трудные, поэтому и результаты нормальные. И в 8 классе более или менее нормальные результаты. Там тоже задачки были не очень трудные. Ну, а вот в 9, 10, в 11 классе были довольно такие непростые задачи. Ну, были там и парочка простых задач, или 3. А остальные задачки были не такие уж простые. Надо было хорошенько подумать и найти правильное решение. Даже вот Денис Рубцов, который набрал там 98%, в разговоре со мной после Олимпиады сказал, что задания были даже для него были очень трудные. Вот. И он долго и сильно думал, как их решать. Ну и, как видите, все-таки нашел правильное решение этих задач. Так что задачи действительно были достаточно трудные. И то, что вы там набрали не очень большое количество баллов, значит, это не должно вас печалить, потому что многие из вас, наверное, в первый раз выступают на Олимпиаде. Еще не совсем знакомы с тем, что встречается, какие задачи встречаются на Олимпиадах. Вот. Поэтому какие советы? Советы такие, что вот вы берете эти задачки и все-таки дома прорешайте их от начала до конца, тем более, что решения вам выставлены вместе с критериями. Ну и в течение года вам нужно решать больше задач олимпиадного характера и получать больше практики в решении таких задач. Материал можно найти сколько угодно. У нас в интернете есть, значит, сайты, во-первых, Всероссийской олимпиады. Там есть задачи за все годы существования этой Всероссийской олимпиады, какие были задачи, как они формулировались, как их решать, эти задачи. Так что материал взять откуда, можно не думать, можно оттуда взять задачи. Во-вторых, есть масса
учебников и методических пособий по решению олимпиадных задач. Так что если человек хочет научиться решать задачки олимпиадного характера, сложные задачи и побеждать на олимпиадах, то ему надо больше практиковаться в решении этих задач. Чаще советуйтесь со своим учителем, как решать такие задачи, если у вас что-то не получается. И вы будете совершенствовать свое мастерство и научитесь решать самые разные задачи. Как говорится, без труда и не вынесший рыбку из пруда. Так что только упорный труд во владении физикой и в умении решать задачки может подвинуть вас далеко в таких вот состязаниях. Так. Вопросов я все еще не вижу. Нет вопросов? Наталья Васильевна, нет вопросов? Нету, да? Так, ну да, число зрителей написано 3. Вот. Но вопросов я не вижу, не поступило. Ну тогда, значит, благодарю вас за внимание. Еще раз могу сказать, что в принципе каждый участник, посмотрев свое решение, посмотрев критерии, по которым выставляются баллы за решение, если он с чем-то сильно не согласен, он может написать апелляцию. Как писать апелляцию, на сайте написано. И эта апелляция будет рассмотрена. Значит, срок рассмотрения апелляции это 1 февраля. После 1 февраля будут утверждены окончательные результаты Олимпиады.